медучреждениях региона продолжают создавать резерв оборудования. До настоящего момента в Малгобекской районной больнице использовали всего лишь 4 аппарата искусственной вентиляции легких. Впрочем, врачи готовы к любым сценариям развития ситуации с коронавирусом, и на дальнейшее увеличение технических мощностей больницы направлены все силы. Для заразившихся коронавирусной инфекцией, чья болезнь протекает в тяжелой форме, крайне необходимо нахождение на искусственной вентиляции легких. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации и соглашением, заключенным между Минпромторгом России и правительством Республики Ингушетия, получено 10 единиц аппаратов ИВЛ, 2 из которых уже поступили в распоряжение медперсонала Малгобекской районной больницы. Оборудование мобильно, оно также может работать в автономном режиме на аккумуляторе. Это один из шагов по укреплению медицинской базы для борьбы с ковидом в Ингушетии. В рамках дооснащения больницы в задействованном борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 сегодня поступило 10 аппаратов ИВЛ. Сейчас мы находимся в Малгобекской центральной районной больнице. Здесь мы останавливаем 2 аппарата. Еще 2 аппарата везутся в Сунжскую центральную районную больницу, детскую республиканскую клиническую больницу, Назранскую районную больницу и Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Как сообщило руководство Малгобекской центральной районной больницы, полученные ими аппараты прошли необходимую процедуру государственной регистрации в Росздравнадзоре и повысят общую готовность региона к борьбе с пандемией. Это медоборудование без преувеличения для некоторых пациентов является жизненно необходимым. Со дня нашего открытия ежедневно на ИВЛ в больнице находилось от 2 до 3 пациентов. Запас ИВЛ аппаратов у нас 4 аппарата имеется. Но видя то, как прирастает количество пациентов, которые к нам поступают, к сожалению, у нас не пошел процесс на убыль, а пациенты все, амбулаторная помощь, мы видим, как она оказывается. То есть актуальными мы ожидаем, что поступления еще будут. Ну и, соответственно, конечно, потребность в них очень высокая. На безопасность и защиту города воинской славы и всего района работает и само переоборудованное инфекционное отделение. Больные и работающий с ним персонал изолированы от внешней среды по всем правилам. По словам медиков, смерть от удушья, которая возникает у пациентов с COVID-19, очень страшная. Но при этом до сих пор находятся те, кто не верит в существование вируса и угрозы заражения. Одним из таких скептиков был Рашид Цароев. Нарушая режим самоизоляции, он продолжал способствовать и без того быстрому распространению болезни. Результат такого поведения не заставил себя долго ждать. 3-й день уже сегодня. Уже лучше, хорошо себя чувствую. Одышек уже нет. Это в первую очередь контакты. То, что контактируешь с людьми, вот в этом все это. И вот в моем случае вот так. Хотел бы попросить людей, я бы уже не хотел бы переболеть это. С 27 апреля на территории Малгобекской центральной районной больницы развернуто отделение на 100 койко-мест, оснащенное на 70% подачей кислорода. За этот период по линии скорой медицинской помощи на лечение поступило 93 пациента с диагнозом COVID-19 и категория больных, которые имеют тяжелую степень сопутствующих заболеваний. На сегодняшний день число зараженных коронавирусом почти достигло критической отметки, но пока наша система здравоохранения справляется с навалившейся задачей. Вскоре могут делать школу, необходимо. Ладно, аппетит ажаргивашно, ахал хозмет дал дятро, лурж ахижап трuk хейш дятро лурж, трuk дуалаза дателяца, трuk дуалаза дателош, лурж да и хафтадок. Работники МЦРБ выразили уверенность в том, что коронавирус отступит, а вот аппараты вентиляции легких еще долго послужат районной больнице. Харон Аздоев, Тамерлан Ужахов, Новости 24.